Добрый день, шановне господарство, добрый день, шановні сябри. 5 подеев от Вячеслава Сивчика и я, Вячеслав Сивчик. Будем казать про тиждень з 18 по 24 травня. Я пропоную наступные 5 подеев. 21 травня, день белорусского политвязня. 5 годов тому был забитый в шкловской колонии Витольд Ашурок. Другое, 24 травня, массовое бомбование Киева и інших городов Украины. 18-21 травня Лукашенко и Россия провели совместные учения по боевым уживанию ядерной сброи и ядерному забезпечению. 23 травня акции в Варшаве на 102-ю годовину опошнего боя Юрки Монича. И 5 это особистые даты в белорусском календаре. Натурально для белорусского громадства самый важный день был 21 травня. День белорусского политвязня. На великий жаль, национальная трагедия забойства Витольда Ашурка отбылось якраз в этот день, в 2021 году. И за 5 годов с того жахливого момента вельми что змянилось и в Беларуси, и в свете, и не в лепший бок. Тому, может быть, и не было великих акций на трагичный гэты юбилей, калі лукашенковская банда забила реального героя Беларуси, який змагался за свободу своего народа, нават калі был незаконно кинуты в вязницу Витольда Ашурка. В певной ступени нават слово солидарности, бо вставляют день солидарности с белорусскими политвязнями, сёлета гучало вельми двухсенсовно, потому что мы нават не ведаем, колькі политвязнів находится в турмах Беларуси. Эксперты все частей и частей называют 5000 человек. У нас в прессе лічба ідзе 800, якой все и карыстаюцца. И бачыце, что розница на парадок дня это самая, напэўна, сур'ёзная рэч, якая кажа про солидарность с белорусскими политвязнями. Тут атрымаюцца яшчэ жахлівыя падзеі ў тым, что вельмі долго, 6 годов террора и репрессиях супраць белорусов в Беларуси. И самое страшное, что репрессии, яны повеличиваются. Тому все-таки, может быть, я не маю рацию, трэба добра ставиться до любых акций в падтрымку солидарности, бо час такі, до любых выступоўцаў, якія в гэты страшны для Беларусі день 21 траўня кажуць про нашу национальную трагедию, про белорусских политвязняў. Вельмі добра, что адбылася вечерина памяти Витольда Ашурка в Варшаве, и традиционно проводили близкие сябры и родичи Витольда. И вельми хотелось бы, каб была все-таки справедливость, был в календаре день белорусских политвязняў, але каб каты, якія забивали и Витольда Ашурка, якія калечили и катовали белорусских политвязняў, были осуждены судом и сидели в турмах. А в Беларуси не было бы политвязняў. Не ведаю, калі гэта будзе, але ж вельмі хотелось бы верить, что прыйдзе такі час. А пакуль ведаем, 21 траўня день белорусского политвязня, и репрессии супраць белорусов в Беларуси повеличиваются. Свой до своего по своем. Шановные глядачи YouTube канала, моего YouTube канала, в субботу 30 траўня отбудется замежный сон руха солидарности разом. Кого ведаю, запрашаю. А 15 године Белорусский дом в Варшаве, Клиничная 6. Свой до своего
по своє. 24 травня масове бомбування Києва і інших городів України. Вельми моцний удар країна-агресор Росія нанесла в ночь на 24 травня. Атака на Київ почалася в годину ночі, протягувалася 6 годин. Були атаковані інші городи. Генштаб України дає інформацію об том, що задіяно було 600 шахедів і 80 ракетів. Был знов орешник, причем по орешнику разные даденые докладно, что ракета одна упала в Белой Церкве, есть такой город в Киевской области. И шла информация на початку, я сам видел видеокадры про удар орешника по Киеву, по кадрах сдавалось, что это орешник. После пошлась такая информационная хваля, что другая ракета орешника на угол упала десь в ДНР. Это еще тому, что не глядячи на великие ахвяры, які приносятся вот менавіта такими ракетно-бомбовыми ударами, які прицільно, хотя и такие массовые по Украине, в Киеве было обещано, что 4 человека загинуло, вот сколькость может еще повеличиться. Так вот, не глядя на то, что и разбурения достаточно велики в Киеве, там пожары были, некоторые будинки вельми ведомые потерпели. Так вот, все больше и больше во всех элементах вот этой российско-украинской войны, выкликанной агрессией империи зла, так вот, все больше и больше взмацняется пропагандовый аспект. Так можно разглядать и эту ракету «Орешник» на угол, так можно разглядать комментарии як з боку Москвы, так з боку Киева. Так само вельми неприємний момент, уже достатньо протяглий час, знакомитий сайт Deep State, и он не обновляет ситуацию на фронте. Я это связываю с деятельностью Кирилла Буданова, потому что Андрей Ермак так само тиснул на гэты сайт, і, в принципе, были відавочныя змены за апошні год, які надавали інфармацію, але ж раней хоць і аддавалі. Зараз просто практычна гэты кірунак вельмі важны іхняй працы спынены. І адначасна з Киева ідзе дастаткова моцная прапагандовая хваля аб тым, што в вайне перелом і ідзе вызваленне от украінскіх тэрыторыяў ЗСУ. Ну, вельмі хотелось, каб гэта было правдай. Бо хапаем кепскіх навінаў і в свеце. Таксама вельмі важныя падзеі адбываюцца в Іране. Там было абвешчана 24-го і Трампам, і Рубіо аб тым, што магчымы в бліжэйшыя дні аптымістычны нейкі варыянт. Таму крыху нават пачалі падаць спекулятыўныя кошты на нафту. Але ж для меня гэта вельмі сумнівна. Мне здаецца, што абедзве гэтыя гарачыя кропкі света і Іран з блакадай Армузского пролива и Украина, где ползут оккупационные российские войски, в ближайшей перспективе все-таки гэтые две гарячие кропки захаваюцца, якія вельмі небяспечныя для будучыні, потому что погроза Третьей сусветнай войны, яна абсолютно реальная, яна абсолютно магчымая. Спачування всім, хто загинув падчас бомбавання украінскіх гарадоў. Вельмі кепска, што, бачыце, уже 4 гады и 3 месяца ніхто не может спыніць імперію зла, где атеістычная імперская ідэя прымусіла расіян займацца злачынцамі в Украине, а спыніць их никто не может. И это абсолютно неправильно. Свой да своего по свое. Шановные сябры, белорусы Варшавы, запрашаю в неделю 31 траўня о 14 гадзіне до помника Коперника, где отбудется традиционная акция белорусов Варшавы. Будем разом. Свой до своего
по свае. Третья падзея, яна ідзе в працяг папярэдняй. 18-21 траўня адбываліся сумесныя вучэння лукашэнкаўскіх і расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі по боевым уживанию ядерной зброі и ядерным забеспечением. Надзвычай трагічная тема, потому что вы бачите, як постчернобыльскую Беларусь Москва рыхтуе до ядерной катастрофы, рыхтует Европу до ядерной катастрофы. Гэтыя вучэння, яны былі нечаканыя, але ж все равно яны ніяк не перашкаджаюць чамусьці замежным аглядальнікам, а іх пачынаюць ретрансляваць і беларускія незалежныя СМИ, бачыць в гэтых вучэннях толькі нейкі прапагандовы крок Москвы. Это совсем не так. Я нагадываю еще раз, что я прочитал доклад про повеличение ядерной погрозы Российской Федерации в Европе еще 26 красавіка 2023 года. И вот гэтые нечаканные навучэння с выездом и самого Лукашенко, Васиповича, это працяг вот гэтай темы, нудотная подрыхтовка московскими вар'ятами ядерной войны в Европе, где ахвяры збираюцца зрабіць Беларусь. І на вялікі жаль, ніякіх палітычных крокаў з боку Захода, каб гэты жахлівы сцэнар не адбыўся, я пакуль яшчэ не побачыў. Конфронтация нарастает, это при тым, что без американцев абсолютный дисбаланс с российскими ядерными силами, бо Россия уже не сверхдержава. Она давно не сверхдержава, абсолютно мелі рацыю тыя палітыкі, якія называлі яе яшчэ десяткі гадоў тому назад, что это нейкая верхняя вольта, а лишь с ядерными ракетами, нейкая сусветная бензоколонка, а лишь с ядерными ракетами. Вот этот потенциал, ён яшчэ ёсць. И нагадаю, что как раз по тактычнай ядерной зброі Россия мает вельмі великую перевагу. Это потенциально небеспека всему человечеству, як небеспекой человечеству з'являецца і Иран, где там таксама можа быць пачатак ядерной войны, тое, что человечество еще ніколі не переживало. Але сёння не 60-е годы, калі был Карибский кризис, бо таких дзяшоў, як Хрущев и Кеннеди, просто нема. Путина нельга упрекнуть в тым, что у него есть некий сур'ёзны розум, вот, але шмат імперскіх амбіцый. То же самое аятолы в Иране, якія маюць такие переканания, что яны значно большие для их, чем погроза ядерной катастрофы. Но Путин не хавал свой ідыёцкі погляд, что калі России хана, то нехай и свет таксама пойдзе разом с Россией. России хана, між іншым. Ніякія ядерные бомбардировки эту империю зла не уратуют. Але вельмі кепска, что адбываюцца вот такие маневры, вельмі кепска, что отпрацовываются элементы применения ядерной зброи. И абсолютно недопушально, что нема нормального отказа с боку Захода на российскую экспансию по подрыхтовке ядерной войны. А эта альтернатива мусила бы давным-давно быть сформулирована и быть. Вся эта размова о том, что ядерную зброю не завезли, крыху разбиваются как раз этими вучэннями, потому что и место вучэнняў, и оно было ведомо, про это были артикулы. И службы российские, якія мусяць супровождать ядерную зброю, так само присутнічали под Осиповичами. Это вельмі и вельмі тревожно. И так не мусило бы быть. Лишь оно так есть. Свой да своего по своє. Шановні беларусы Варшавы, кому треба набыть кветки, ці вельмі прыгожы букет, калі ласка, звяртайцеся в краму по продажы кветок
якая по адресе Кабельская 6, район Ронда Вітрачная. Свой да своего па свае. Четвертая падзея, может, и нечакана для моих гледачоў. Я таксама не збіраўся рабіць падзею менавіта по дате 102-й годовины апошнего боя нашего национального героя Юрки Монича с чекистами. Про Монича я оказал и на ютубе. Рух солидарности разом в Варшаве провел 5 акций 23 травня, потому что мы ушановывали всех змагароў за Беларусь. Это все есть на ютубе, в моем ютуб-канале, коли ласка, глядите выступы белорусских национальных дзеячоў, бо 23 траўня в Варшаве адбыўся, я лічу, першы мітинг апозиции за апошнія 5 гадоў, потому что и память про Юрку Монича, и память про Олеся Пушкина, Игоря Ледника, Витольда Ашурка, яна об'яднала розныя беларускія палітычныя силы, якія давно ведут змаганне с лукашэнкаўскім режимом, были асунуты по московскому плану падчас 2020 года, были практично заменены. Але ж чаму я про гэта кажу? Потому что я бачил шмат прызнакаў пра змацнення контроля ГБшных структур, як лукашэнкаўскіх структур, так и московских, над информационной просторой. Вот этот день 23 травня, и он жестко это показал, потому что незалежные СМИ, коли не брать радиорацию, и Белсат, и белорусскую службу польского радио, она практически проигнорировали не только акции в Варшаве, проигнорована была и постать Юрки Монича. И это отбывается не только по Юрке Моничу, это отбывается по практично всех серьезных датах, где наносились удары гыбни, таблику исторично. Поступово, вот этот московский проект, который передаден был на Заход, отрымливает все больше и больше силу. Тому не говоришь то, что и подписчиков не так шмат у меня, и глядять не так шмат людей хотелось бы. Коли ласка, поглядите, что было на акциях в Варшаве, коли мы шановали память Юрки Монича. Это достаточно важно, бо все мощней и мощней ГБшный контроль над информационной просторы замежжя. Як это не дивно, это гучало. И сами просто прогуглите Юрка Монич, и вы сами все побачите, як достатково поспіхова працюють спецслужби уже на Заходе. И так не повинно быть. Юрка Монич сапраўды сапраўдны национальный герой Беларуси. И прыйдзе час, калі гэта імя будет ведаць кожны беларускі школьник, якое бы сваволля гыбні не было сёння. Бо яны не люди. И час их закончится. Так будет. И белорусы будут годно ушановывать своих национальных героев. Свой да своего по своим. Коли ласка, глядите YouTube канал Вячеслава Сившика, мой YouTube канал. Коли ласка, распосюживайте информацию, что такие YouTube каналы есть. Коли ласка, комментуйте. Коли ласка, задавайте пытания. И коли хто може, а это вельмі патрэбна, асабліва цяпер, аказвайце фінансавую дапамогу па першай спадсылцы. Будзьма разом. Свой да своего па свае. 21 траўня 132 гады з дня нараджэння Мікалая Галадзеда. Гэта был атручаны камуністычнай прапагандай значна больш. Ён сумясціў в сябе некалькі роляў. Гэта і камуністычнага ката, ён выходзіў в тройкі на розных узроўнях, якія масава зацвярджалі расстрелы людзей. Вось, ён был і в шэрагу нацыянал-камуністаў. Вельмі цікава, што ён сам паходзіць з заходняй бранчы, якая сёння в Российской Федерации. Калі Галадзед народился и жил там, то все там говорили по-белорусски. Это была частка Беларуси, якая не была долучена в тых мясцінах, якія были все-таки долучены до БССР. И Галадзед, ён 10 гадоў кіраваў Совміном, які крыху по-іншаму
там назывался, и перешел уже до третьей своей гістарычнай ролі, стал ахвярай камуністычных рэпрэсій, прычым невядома, ці расстраляны ён, ці закатаваны на допыце, бо есть афіцыйная версія, што скочыў в турме в Менскую НКВД самогубством, скинувшись с 4-го поверха, а же это может быть только версия чекиста. Арестованный он был в Москве, привезен в Менск, и там его забили. 22 травня 127 годов з дня народження Миколы Чарнецкага. Гэта не вельмі вядомы, але ж значны дзеяч беларускага адраджэння, дзейнічаў у заходняй Беларусі. Навучался в Празе, был вельмі актыўны в грамадскім жыцці. Вось, арыштоўваўся спецслужбами советскими напередодні войны, лишь там ему пошенствовало, он смог сбегши. Забитый был польским подпольем за то, что был белорусским интеллигентом в 1944 году. Это Белосточина. 22 травня 126 годов с дня народження Миколая Каспировича. Розповідав про его зовсім недавно. Это ведомый белорусский краєзнавца, педагог, який был расстреляный НКВД в жахливом 1937 году. 23 травня день памяти Кастуся Ізаєвітова. Шкадую, что падчас ушанавання Юркі Моніча не было названо гэтае імя. Абсолютно национальный наш герой, знакомитый войсковый дзеяч БНР, генерал БНР. Имена свободы про Кастуся Ізаєвітова починаются с радков Владимира Орлова, что вся Менская турма казала, что ведут на расстрел белорусского генерала Кастуся Ізаєвітова 23 травня 1946 года. А чекисты дали іншие версии. Покуль документальных это до конца не подтверждено. Хотя я абсолютно уверен, что нелюди расстреляли белорусского генерала. 23 травня так само день памяти Миколы Демидова. Абсолютно кепска, что белорусы не ведают про этого выбітнейшего войскового дзеяча. Ён родич Кастуся Калиновского, его родный дед, родный брат Кастуся Калиновского. И гэта мусіць таксама отыграла свою роль. Ён змагался с большевиками. Егоный батальон был апошний, который отступил с территории, якую захопили большевики. Имкнулся в разные годы, как все-таки белорусское войско было. Это была тяжкая праца. Был верником и прожил долгое житье, потому что все-таки пошенствовало, не трапил на территорию, где кировали большевики, и помер на эмиграции. Памятаем про этого нашего белорусского офицера. 23 травня так само день памяти Миколы Мартинчика. Это ведомый белорусский громадский дзеяч, лекар. Ён шмат што зрабіў в заходняй Беларусі, калі яна была акупавана Польшай. Быў у шэрагу арганізацый, прычым асноўнымі, калі вучыўся, и белорусская рабоче-крестьянская громада, и товариство белорусской школы. Несколько разов он арыштовался поляками, сидел в Лукишках, высылался, дожил до того часа, как пришли советы, траплял под репрессии, пришли немцы, и он имел сувязі с партизанами, в том числе с Алексеем Карпюком, який керовал бригадой ім'я Кастуся Калиновского, что все равно не зашкодило чекистам арестовать его после войны, здаецца, в 1948 году, и осудить на 10 годов. Он смог вернуться, працаваць в областном центре Гродно, и помер в 80-м году, показавши, что белорусы упартые и трымаются за свою родину. Памятаем про этого белорусского дзеяча. 21 травня
Дзень памяці мітрапаліта Андрея Александра Крыта. Гэта першы іерарх беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, той царквы, якую так ненавидят чекисты. Дзейнічаў в замежжы, дзейнічаў долго, дзейнічаў паспяхова. 20 траўня дзень памяці Каруся Каганца. Гэта Казімір Рафал Кастравіцкі, гэта шляхецкі род знакаміты, сваяк шмат кого, не толькі знакамітого французского поэта Аполлинера, что звычайно про Каганца кажуць. Вось, нарадзіўся ён не в Беларуси, потому что батька его удельничал повстание Костя Калиновского и был сослан. Поместье было отобрано у Костровицких. И народился будучи белорусский поэт, публицист, значный громадский дьяч в Тобольску. И на великий жаль, нечаканная смерть от запаления легких за 5 дзён до того момента, как была принята третья уставная грамота БНР, якая магчыма тое, што яна была прынята, в этом таксама есть великая заслуга гэтага знакамітого беларуса. И 20 траўня, дзень памяти Владимира Плешенко, я его ведал. Это наш белорусский патриот, витебский, значный дзяч белорусского адраджэння, значный дзяч белорусского супротива. Нечаканная смерть, 59 годов. Найбольш ён застанецца в памяти белорусской нации, як Мирон, потому что вот гэты образ Мирона, человека, які в цяжкія часы лукашистского режима вывешивая стяги, червоно-белые стяги, и он так само непрерывно связан с прозвищем этого светлого человека и сапраўднага белоруса. Які, на великий жаль, уже 20 годов як небесной Беларуси. Але ж мы памятаем.